Несколько дней на свободе, встречи, интервью, большой график. Есть ли вот такое внутреннее ощущение, что вы действительно свободны в свободной стране? Ну, дело в том, что ты попадаешь в другую ситуацию, там, из черного в белое, можно сказать, или из холодного в горячее, там, вот, или из темного в светлое, там, и, конечно же, человек, организм начинает привыкать и психологично, и физично ты находишься как в другой ситуации. Но я также понимаю, что, ну, тут в какой-то степени вот эти бесконечные встречи, сейчас интервью, встречи, серьезные встречи, вот мы вчера встречались с президентом Литвы, они, ну, как-то не разрешают расслабиться, они держат в форме, и ты должен сразу же переключаться и думать, что делать, а не ностальгировать или же, так сказать, думать о том, вот, что ты, начать как-то думать, размышлять о том, что происходит. Вот эта бегущая работа, которая началась буквально с первой минуты, когда пересек границу не по своей воле Беларуси и Литвы, она, ну, меня не дает мне расслабиться, скажем так. Поэтому я нахожусь в таком вот довольно сложном периоде. Вот. Вас депортировали, как и других, теперь уже бывших политзаключенных. Ранее такая практика со стороны режима, ну, чтобы вот в автобусе на границу не применялась. Есть объяснение, почему сейчас так? Я не знаю просто, как это было раньше. И это для меня тоже новый опыт, как это было сейчас, когда меня провезли через всю страну с завязанными глазами. Вот пересадили в микроавтобус перед литовской границей, где находилось уже 9 других таких же политзаключенных, привезенных с разных, так сказать, мест заключения. И мы вместе с американским кортеджем, где были американские дипломаты, после встречи с Лукашенко, мы вместе с ними пересекли вот эту литовскую границу. Конечно, ощущение такое, что я просто взяли и выбросили. Или взяли и поменяли, вот как мешок там с мукой или мешок там с кофе поменяли на что-то. Вот ощущение такое. Это не есть, ну, нет ощущения какой-то, ну, законности, скажем, того, что происходит. Мне же никто вообще не сказал, куда меня вывозят, какие мои права, чего я лишен или что я там получаю. Вот меня конкретно взяли, просто перебросили в микроавтобус, который въехал на территорию Литвы, и все. Вы более 30 лет в правозащите, разные периоды с правами человека в Беларуси застали. Можно ли сейчас сказать, с учетом вот того, что происходило и происходит лично с вами вообще, что Беларусь сейчас находится на пике беззакония в плане прав человека? Да, безусловно. Мы вернулись фактически в такие постсталинские чистые времена, которые даже нельзя сравнить с советским временем, вот, когда, ну, все-таки возможности для высказывания своих мыслей иногда были значительно больше. Особенно если сравнить 80-е годы, вот, когда мы были там молодыми, когда мы организовывали первые демократические организации, или там суполки, первые объединения молодежные, неформальные объединения, начиная с середины 80-х лет. Вот сейчас мы вернулись как бы в период, который был перед этим. Это печально, это связано с политическим решением, конечно же, Лукашенко. Это решал все он. Это понятно, что, наверное, это все-таки не слишком просто отдать приказ о том, что там десятки тысяч людей должны быть были репрессированы, что и произошло за это время. Но он это сделал. Он это сделал сознательно, и вина на том, что происходит в Беларуси последние годы, целиком лежит на нем.